Начинаю, да? Подождите секунду. Давай я второй, третий, ты четвертый. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы начинаем очередное заседание Республиканского методического объединения учителей иностранного языка. И на повестке у нас сегодня 5 вопросов. И первый вопрос – это методические рекомендации по преодолению типичных ошибок обучающихся при подготовке к единому государственному экзамену по французскому языку. Его представят Юлия Юрьевна Барышникова, сопредседатель Республиканского методического объединения, кандидат филологических наук, директор Института иностранных языков СГУ имени Петерима Сорокина, и Оксана Николаевна Богданова, учитель французского и английского языков гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина, города Сыктывкара. Пожалуйста, коллеги, вам слово. Добрый день, коллеги! Мы рады вас всех приветствовать сегодня и хотим представить нашу работу, которую мы провели с Юлией Юрьевной летом. Мы написали 2 статьи, они были опубликованы в сборниках, сборник при СГУ и в журнале, Тамбовском журнале «Педагогика. Теория и практика педагогики» за 2019 год. В этих статьях мы проанализировали наш опыт работы по подготовке учащихся к ЕГЭ, просмотрели работы и выявили типичные ошибки, которые встречаются чаще всего. И, к сожалению, у нас очень мало методической базы, она не такая обширная, в связи с чем учителя сталкиваются с трудностями к подготовке ЕГЭ. Мы начнем с раздела «Говорение», проанализируем те ошибки, которые встречаются в говорении, особенно затронем задания 2, 3 и 4. Мы намеренно не рассматриваем задание 1, поскольку в задании 1 проверяется техника чтения к 11 классу. В основном с этим заданием учащиеся справляются хорошо. Итак, в задании 2 участникам необходимо задать 5 вопросов к рекламному тексту, используя предложенные ключевые словосочетания. Уровень А2 по общеевропейской шкале и вроде бы несложное задание, казалось бы. Вот как выглядит это задание в сборниках ЕГЭ. Вы видите le texte déclencheur и несколько вопросов. Их 5, по которым учащиеся должны задать вопрос. Итак, обратимся к первому вопросу и трудности, которые возникают при выполнении этого, казалось бы, несложного задания. Если экзаменуемый строит свои вопросы по данной модели с вопросительным словом «quel», у нас вопрос «l'adresse du cinéma», и по содержанию вопрос правильный, коммуникацию не затрудняет, то оценка не снижается. Мы видим «quelle est l'adresse du cinéma», все хорошо, замечательно, задан правильно, но будет лучше, если участник обратит внимание именно на место расположения, на особенность cinéma. У нас в тексте déclencheur сказано, что это cinéma 3D. Quelle est l'adresse du cinéma 3D? Также будет правильным и более предпочтительным вариантом синонимичный вопрос «Où se trouve le cinéma 3D?» Ошибочным же будет считаться также вопрос, который не соответствует поставленной задаче. Например, фраза типа «Connaissez-vous l'adresse du cinéma» вместо «Quelle est l'adresse du cinéma?» или если нет формы прямого вопроса. В таких случаях оценивается он в 0 баллов. Следующий. Ни в коем случае, задавая вопрос, нельзя использовать для замены существительные личные «il», «эль» или притяжательные детерминативы. Если, то есть, вначале учащийся не пояснил, что подразумевается под этим местоимением, соответственно, коммуникативная задача не понята учащимся и тоже может повлечь снижение баллов. Но в дальнейшем, если он вдруг об этом говорит, но не сказано в начале, очень сложно поставить соответствующий балл высокий этому учащемуся. Второй вопрос. Le prix d'un billet.
При построении вопросительной конструкции вторым ключевым словосочетанием правильным вариантом вопросов будет «Quel est le prix d'un billet?» или «Combien coûte un billet au cinéma 3D?» Высказывания типа «Dites-moi le prix d'un billet» или «Informez-moi sur le prix d'un billet» не принимаются экспертами, также оцениваются в 0 баллов. Следующий. Вопросы, заданные в вежливой форме с использованием conditionnel de politesse, вы знаете, да? Или императивные конструкции «dites-moi» принимаются, если за ними следует правильный порядок слов. То есть, если порядок слов нарушается, соответственно, грамматическая ошибка, то такой вопрос будет неправильный. Но вот вариант типа «Pourriez-vous me dire quel est le prix d'un billet?» будет правильный. Следующий. Если в придаточном предложении используется вопросительный порядок слов, «Pourriez-vous me dire combien le billet coûte-t-il?» Это является грамматической ошибкой, как я говорила в прошлом, да, в прошлом кадре, описывая прошлый кадр, то такой вопрос будет засчитываться в 0 баллов, он не оценивается. Вопросы о скидках, вопросы вот по третьей коммуникативной задаче могут быть заданы следующим образом. Допустим, y a-t-il des réductions? Est-ce qu'il y a des réductions pour les jeunes? Quelles sont les réductions pour les jeunes? Эти вопросы будут правильны, и любой из этих может быть засчитан. И четвертый вопрос. Quel est le début de la dernière séance? Если вопрос касается времени, конечно же, во французском языке мы все учим структуру, такую как à quelle heure. Если учащийся ее использует, эту структуру, то замечательно. Но очень часто бывает, учащиеся в стрессовой ситуации могут задать такой вопрос. Quelle est l'heure du début de la dernière séance? Он является допустимым и правильным с точки зрения грамматики, отвечает поставленной коммуникативной задаче. Однако мы рекомендуем настоятельно задавать вопрос с вопросительным словом «à quelle heure?». И последний вопрос. Les films qu'on peut voir. Последний пункт задания не вызывает трудностей, поскольку в данном случае вопросы с вопросительным местоимением «quel» будут также верны. Quel film peut-on voir au cinéma 3D? Quels sont les films qu'on peut voir? Из контекста понятно, что речь идет о кинотеатре 3D, и можно не указывать, не ссылаться на этом вопросе. Задание 3. Тоже считается заданием повышенной сложности. Выбрать нужно одну из картинок и описать ее по плану, предлагаемому плану. Здесь используются, конечно же, учащиеся стратегии повествования и только отчасти стратегии рассуждения. Ну и, конечно же, на что обращают эксперты, слушая ответы учащихся, это на адресность. То есть в первой своей фразе, обращаясь к другу, учащийся на французском языке при описании картинки должен сказать фразочку типа «Я показываю эту фотографию тебе», да, не другу, конечно же, или «Я хочу познакомить тебя с моим братом», и мы по этим фразам можем догадаться, что есть адресность, и учащийся хорошо понял коммуникативную задачу. Чтобы сделать вступление в монологическом высказывании, задание 3, рекомендуется использовать следующее выражение. Конечно же, первая техническая фраза говорится всегда. J'ai choisi la photo numéro 1, допустим, salut Marie и так далее. Viens voir ma photo, la photo que j'aime beaucoup. Je suis très passionnée de la photographie. То есть мы видим здесь то, что учащийся обратился уже к какому-то другу, показывает фотографию, или вот как во втором варианте J'ai une photo à te montrer. Regarde, s'il te plaît. Здесь очень ярко выражена адресность. И мы следуем дальше по плану. Первый вопрос, так же, как и во всех языках, где, когда была сделана эта фотография. И мы предлагаем варианты, которые могли бы способствовать успешному выполнению коммуникативной задачи. Здесь очень большой текст на французском языке, учителя французского языка. Не буду его полностью зачитывать и озвучивать. Если вам интересно, пожалуйста, воспользуйтесь, посмотрите, здесь много вариантов «где», много вариантов «когда». Мы предложили практически все, что вот чаще всего говорим, или другие варианты. Пожалуйста, выбирайте, пользуйтесь, тренируйте со своими детьми эти варианты.
Кто и что здесь представлен? Ну, здесь, конечно же, учителям следует обратить внимание на употребление синонимии глагола «замечать», «видеть», «наблюдать». Такие глаголы, как «tu remarques», «tu peux voir», «tu peux observer» и возможные варианты, кого они могут видеть. С правильным употреблением, конечно же, артиклей. Следующий вопрос. Кто и что здесь представлено? Для полного и точного... Либо что. Да, кто либо что. И, конечно же, для полного и точного ответа на этот вопрос можно пояснить расположение лиц, предметов в пространстве при помощи выражений или местоимением слов, которые обозначают расположение предметов в пространстве. Au premier plan, au deuxième plan и так далее. Что происходит на этой картинке? Опять же, здесь у нас потребуются выражения, глагольные формы всевозможные. Ты знаешь, я вижу, я открываю, имеется, действие происходит там-то. И возможные варианты мы вот предлагаем для использования. Ответ на вопрос, почему вы дорожите и храните эту фотографию в вашем альбоме, тоже большой синонимии рядом выражений представлен на слайде. Допустим, очень рекомендуем, она заставляет меня задуматься, elle me fait penser à, или напоминает что-либо, elle me rappelle, или оставляет приятные воспоминания о чем-либо, и другую синонимию, которую могут дети использовать. Последний вопрос. Можно пролистать следующий кадр еще. Pourquoi vous avez décidé de la montrer à votre ami? Итак, я решил показать. Допустим, вариант. Мы хорошо провели время. On s'est bien amusé, n'est-ce pas? Car je sais que toi aussi, tu as un petit frère. У тебя тоже чаще всего люди изображены. У тебя тоже есть брат, сестра и так далее. Ты его очень любишь. Мы могли бы вместе провести время, прогуляться и так далее. Заключительная фраза. Вот здесь несколько фраз, которые мы предлагаем для того, чтобы сделать заключение. C'est parfait que la photographie nous donne la possibilité de garder nos meilleurs souvenirs. Bon, j'espère que tu as aimé cette photo. Очень часто мы слышим такие фразы типа «j'ai épuisé mon sujet», мы их тоже засчитываем, прекрасные фразы. Пожалуйста, используйте в своей работе эти клише. Чаще всего клише, они уже затренированы, и дети говорят быстро и правильно. Описание фотографии в нашей статье предложено как модель. Вы можете с ребятами разобрать, как это выглядит, что зачем идет, какие коннекторы используются. Обращайте внимание обязательно на коннекторы. Вообще рекомендуем перед тем, как вы обучаете монологическому высказыванию, познакомить учащегося с критериями оценивания, поскольку критерии дают ребенку уже четкое понимание того, что он делает, где он допускает, он уже понимает, где он может допустить ошибки. Рекомендуем записывать их речь, чтобы они могли прослушивать себя, оценивать по критериям. Вот я так в последнее время готовлю. И дети перестают волноваться, потому что ситуация стресса сразу находиться перед записывающим устройством в ситуации, когда ограничено время, ребенку сложно, он волнуется и допускает те ошибки, которые он мог бы избежать, если бы это было затренировано. А теперь задание номер 4 нам расскажет Юлия Юрьевна. Я письмо представлю. Хорошо, я продолжу. Задание 4 – это высокий уровень сложности по европейской шкале. Здесь уже мы проверяем, как учащийся умеет рассуждать. Описание уже отходит на второй план. И, конечно же, здесь мы видим типичные ошибки. Это отдельное описание двух картинок вместо их сравнения. Неумение найти или сформулировать общее различие. Неумение высказать свое предпочтение и обосновать. Или увидеть часто на вопрос «предпочитаемый вид деятельности на картинке» дети отвечают о предпочитаемой картинке. Или заменяют одно время другим. Вот это вот типичные ошибки, которые мы встречаем как эксперты при проверке устных ответов. Вот так выглядит это задание. Вы видите план, две картинки, он их сравнивает. Угу. Задание номер 4, конечно же, начинается с вступления.
Допустим, je voudrais comparer les deux photos présentées ici, или любые из двух фраз, предложенных ниже. Делая дальше описание картинки, вы, конечно же, обращаете внимание на то, что нужно назвать место, где происходит, и представить опять картинку. Здесь подойдут стратегии, которые были использованы в задании номер 3. И те же самые коннекторы и слова, указывающие на место, здесь они уместны. Когда вы отвечаете на вопрос и уточняете, что же они имеют общего, вот здесь, конечно же, самый сложный момент для учащихся возникает. Здесь требуется от учителя, нет, не перелистывайте, затренировать с учащимся такие фразы, как «Ce qui rapproche ces photos, c'est ce que sur les deux on peut voir. Ce qui unit ces deux photos» и так далее. D'abord, elle montre des gens qui, en plus, leur thème commun est le loisir. Или выбираете общую тему. Les deux photos ont beaucoup en commun. Вот эти фразочки, если они начальные, затренированы с учащимся, в условиях стрессовой ситуации ребенок уже не теряется. Описывая то, что отличает одну картинку от другой, или это две фотографии, можно прибегнуть к употреблению следующих клише. Ce qui diffère ces deux photos. La première photo a été faite à l'intérieur pendant que, да, вот здесь мы используем этот предлог, seconde photo a été prise à l'extérieur, или malgré les ressemblances entre les photos, il y a quelque chose de différent, и так далее. Для успешного выполнения коммуникативной задачи по вопросам 2 и 3 достаточно указать одну общую или отличительную черту. И указывая, какую же деятельность предпочитаете вы, которая присутствует на фотографии, объясняя почему, конечно же, не стоит забывать о том, что нужно сказать именно о деятельности, как я говорила, а не о предпочитаемой фотографии. И предложенные варианты помогут вам сделать вот клише, которое мы предлагаем, сделать это продуктивно. При ответе также мы предлагаем обязательно обратить внимание на употребление глагольной формы. Мы очень часто видим, и прям вот до слез обидно, когда хороший ответ у ребенка, у учащегося, и вдруг он испуганный, говорит не то время, и мы вынуждены снижать ему балл, хотя весь ответ был идеальным. Ребята и учащиеся, обращайте на это внимание, что время, в котором задан вопрос, в том времени нужно отвечать на него, то есть глагольные формы остаются. Да, дальше. Заключительные фразы. Тоже они обычно затренировываются заранее. И, конечно же, упражнения типа, если вы с учащимся выполняете какое-то задание, даете описывать картинку, предложите учащемуся сказать либо только описать картинку, только сказать заключительную фразу, или только сравнить, или найти только общие черты. Вот эти вот мини-упражнения речевые, они будут учащимся полезны и позволят автоматизировать все эти лексические единицы и довести их до совершенства и повысить, возможно, балл при ЕГЭ, при сдаче ЕГЭ. Ну вот мы проанализировали все ответы и сделали вот такой идеальный ответ учащегося с Юлией Юрьевной составили. Да, мы считаем, что он эталонный, хотя могут методисты всегда поспорить, Татьяна Дмитриевна тоже может покритиковать, ну и вы, учителя, пожалуйста. Ну вот здесь вот все, что мы предложили вот в этой статье, мы попытались включить наиболее разнообразным образом, чтобы это было не скучно. Пожалуйста, изучайте, показывайте ребятам и используйте в работе. Ну и ряд методических рекомендаций, которые можно дать для успешной сдачи устного экзамена. Это, конечно же, вот как я говорила, делать аудиозапись учащихся, совместно обсуждать ошибки, находить пути совершенствования спонтанной речи, вот работать по кусочкам, как я говорила, диалог, условный расспрос тренировать,
использовать в том числе синонимичные модели, вот тренировать синонимию, упражнения на синонимию, потому что ребята начинают Илья, 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 не могут вспомнить другие глаголы. Придерживаться плана. Очень часто учащийся описывает и говорит: ой, я забыл сказать заключение, а время-то уже и кончилось. Конечно же, нужно использовать средства логической связи, тоже отдельную работу над этим проводить, но это и в письменной, и в устной речи. Обращать внимание на количество фраз. Учащиеся знают, что должно 12-15 фраз быть минимум. И, конечно же, очень сложно в первые разы, когда тренируемся, соблюсти вот этот регламент 2 минуты. Дети часто не укладываются, особенно те, кто говорят странно хорошо, их несет, они говорят больше. В своей работе я использовала такие тренажеры, как Яндекс, Сдам ЕГЭ и онлайн-тест ПЭД, на ресурсах которых вы можете найти интересные задания для учащихся и в онлайн с ними выполнять. Благодарю за внимание и передаю слово Юлии Юрьевне. Письмо. Я вместо хотела уступить. Нет, Хорошо. СУ, пока слайды. Вот это слайд-шоу. Ваша презентация. Письмо. Письмо. Открой пока слайд. 5. Ага. Уважаемые коллеги, дорогие ребята, всем добрый день. Проанализировав письменные ваши работы, задание 40, мы также решили дать некоторые методические рекомендации, типичные формулировки, предложить эталонный образец. Ну, давайте посмотрим. Итак, что же у нас в задании 40 нам необходимо выполнить? Вы выбираете одну из 2 предложенных тем, выражаете собственное мнение по заданной проблеме, следуя предложенному плану. Посмотрите план, я думаю, все хорошо вы его знаете. Ну, на слайде план. Итак, первое, что вы должны сделать, переформулировать тему. Для написания первого абзаца развернутого высказывания вам необходимо грамотно переформулировать тему, при этом показать ее проблемный характер. Чтобы правильно переформулировать тему, вам необходимо владеть перефразой и речевыми клише. Посмотрите ряд возможных переформулировок темы. Мы взяли разные темы и предложили варианты их переформулирования. На слайде. Ну, у вас будет возможность внимательно еще раз все это изучить. Грамматическая структура, где-то синонимия. Да. И это обязательно. Вы меняете обязательно синтаксис, грамматическую структуру меняете, обязательно заменяете лексические единицы их синонимами. Ну, синонимами лучше, конечно. Далее, необходимо показать проблемный характер темы. Посмотрите опять, какие речевые образцы можно использовать. Les uns pensent que, les autres croient que, la plupart des gens considèrent que, tandis qu'il y a ceux qui, и etc. Все это вы можете посмотреть, так как презентации будут на сайте. Итак, переходим к первому абзацу. Первый абзац основной части. Обязательно необходимо помнить о том, что вы должны выразить собственное мнение и привести 2-3 аргумента в его поддержку. Обязательно используйте вводные слова и фразы, которые покажут ваше умение рассуждать и выражать вашу позицию. Опять же, посмотрите примеры на слайде. Предложены различные варианты. Не забывайте, что необходимо представить 2 развернутых аргумента, которые подтверждают вашу позицию. Опять же, используйте вводные слова d'abord, ensuite, puis, enfin, либо другой синонимичный ряд. Premièrement, deuxièmement, enfin, либо еще есть варианты на слайде. Итак, второй абзац подразумевает выражение противоположной точки зрения с 1-2 подтверждающими аргументами. Конечно же, начинать абзац лучше при помощи коннекторов, которые выражают противопоставление либо уступку. Это такие коннекторы, как
cependant, pourtant, néanmoins и так далее. Посмотрите, мы даем вам варианты данных коннекторов и также пример данного абзаца. Третий абзац основной части предполагает выражение несогласия с точки зрения оппонента. И в четвертом вы представляете подтверждение своей позиции. Все-таки в лексическом плане мы советуем избегать тавтологии. Представляя разнообразную лексику, вы показываете богатый словарный запас, и ваш балл всегда будет выше. Посмотрите опять пример. В последнем абзаце, заключении, вы подводите итог, делаете вывод, но, конечно же, опять используя другие лексические единицы. Пример на слайде. Мы также предложили вам пример выполнения задания 40, в котором удачно решена коммуникативная задача. Вы можете познакомиться с ним в презентации. Текст приведен полностью. Опять же, это не идеал, но это эталонный образец. Текст представлен полностью, письменные высказывания. Посмотрите, вы видите 5 абзацев. И мы привели анализ по всем критериям. Анализ подробно, вы можете также с ним познакомиться. Ну, я, наверное, не буду его озвучивать. Все будет на слайдах, все будет в презентации. Методическая рекомендация. Да, да. Все критерии проанализированы, удачное решение данных критериев, все аспекты. Листаем. До слайда методические рекомендации. Я думаю, вы это все сами внимательно посмотрите. И наши методические рекомендации. Тоже вы их видите на слайде. Еще. Конечно же, необходимо правильно, вдумчиво прочитать 2 предложенные темы. Время не тратим долго на выбор. Выбираем тему, которая близка к вам, по которой вы имеете достаточный лексический запас. Сразу же придумываете тезисы к ней, аргументы и контраргументы. Затем вы пишете эту работу. Конечно же, пишем в черновике. Нет, на чистовик мы рекомендуем писать, потому что уже дети чаще всего не успевают. Как показывает практика, да. Наши дети пишут на чистовик, и мы их учим сразу писать на чистовик. С возможностью внесения поправок тут по ходу, потому что он просто может не написать, тогда у него вообще будет 0 баллов. Хорошо. Совершенно верно. Да, Согласна, тут надо обязательно согласна. сразу начинать. То есть подумал первый пункт вступления, написал. Хорошо. Там- План, я думаю, вы план всегда видите перед глазами, поэтому не забывайте следовать данному плану. Угу. В принципе, здесь, 6-7. Угу. Да. Ну, тексты деления на абзацы, в принципе, это все справляются. Не забывайте, что объем одинаков у абзацев. Примерно. Лучше. Да, Одинаково, да. Коннекторы. Конечно же, не забывайте уделять внимание словам коннекторам. И лучше, конечно, коннекторы использовать не уровня А2, типа mais, et, parce que, а лучше посложнее коннекторы. Ну, перечень коннекторов вы, я думаю, учителя знают, где найти. Кстати, в этой статье у нас есть целая таблица. Да, у нас целая Но таблица мы есть. единственное не привели ее. Но коннекторы не проблема найти. Причины, уступки В и так статье далее. можете все подробно скачать, коннекторы в том числе. Конечно же, не забывайте следовать нейтральному стилю изложения. Никаких риторических вопросов, разговорных выражений. Мы понимаем, вы хотите показать, что вы владеете данным стилем, но не в данном случае. Не надо допускать использование сниженной лексики. Ну, также лучше сокращенные слова не использовать. Ну и, конечно же, тренировочные упражнения выполняйте для написания отдельных частей всей работы. Благодарим за внимание. Спасибо, Юлия Юрьевна, спасибо, Оксана Николаевна. Затронуты очень важные вопросы, которые актуальны до сих пор, потому что у нас кампания подготовки к ЕГЭ, к ОГЭ началась, и пока еще не переносятся у нас даты основные даты экзаменов, и есть еще возможность скорректировать свою работу
свои как раз какие-то затруднения решить, еще раз внимательно изучить все рекомендованные материалы. И еще не забывайте, пожалуйста, обращаться к основному нашему сайту Федерального института педагогических измерений, ФИПИ, где размещены не только рекомендации для учителей экспертных комиссий региональных, но также для обучающихся. Изучайте еще раз демо-версии, анализ всех тех затруднений, которые в предшествующие годы были сделаны вашими предшественниками, избегайте их, работайте над тем, чтобы улучшить в том числе вот и республиканские наши результаты. Давайте все вместе будем повышать качество нашего республиканского образования. Спасибо. И наш вопрос следующий, он взаимосвязан с предыдущим вопросом, потому что функциональная грамотность – это тот вопрос, который нас волнует, поскольку функциональная грамотность – это как раз показатель того, насколько дети могут применять изученные в школьных программах знания уже во внеучебных реальных ситуациях. И слово для того, чтобы представить наш вопрос «Оценка функциональной грамотности обучающихся в региональном аспекте», я предоставляю Наталье Николаевне Исаевой, заведующим Центром развития общего образования Института развития образования, кандидату исторических наук. Да. Спасибо, Татьяна Дмитриевна. Добрый день, коллеги. Фактически сегодня я первый раз попробую в привязке именно к конкретному предмету рассказать о том, как можно формировать читательскую грамотность обучающихся. Но для того, чтобы, прежде чем мы начнем, почему именно читательская грамотность, хочу сказать несколько слов о том, каким образом фактически, что такое вообще в целом функциональная грамотность, хотелось бы напомнить. И как одно из направлений это как раз читательская грамотность. Итак, я напоминаю, коллеги, что функциональная грамотность – это способность обучающегося применять все знания, умения, навыки, которые он получил в ходе школьного курса для решения максимально большого количества практических задач в жизни. То есть, чтобы он умел применять те знания, которые стали ему доступны благодаря школьной системе образования, выходя за пределы. Потому что мы все прекрасно знаем, что, и как сейчас говорили коллеги, к сожалению, наши обучающиеся даже предметные знания не могут проявить, не могут... Помогите, слово подобрать, вылетело. Не могут применить. Применить, да, совершенно верно. Не могут применить на практике в ходе даже итоговой аттестации. Что же касается ситуации жизненной. Буквально летом наблюдала такую ситуацию. Группа студентов стояла у одного из ведущих вузов культурной столицы нашей страны, не буду называть вуз, проходит мимо иностранец, что-то попросил на ломаном английском, попросил, как там дойти до очень известного, да, памятника культуры этого города. И студенты, явно не первокурсники, то есть люди, изучавшие иностранные языки, не смогли сориентироваться и начали, мешая русские слова, иностранные, кто-то там немецкие слова вставлял, кто-то английские. В общем, бедный иностранец развернулся и пошел. И буквально совершенно случайно мы тут с подругой тоже были рядышком. Я иностранные языки не изучала с 2002 года, но тем не менее, знаете, с гордостью могу сказать, что мы смогли ответить иностранцу, как ему пройти, вспомнили вот эти направления, пройдите прямо, поверните там и так далее. То есть о чем мы говорим, что действительно навыки, тем более знания иностранного языка в современном мире, когда и информационные технологии развиваются, оно просто необходимо.
И поэтому, кроме того, иностранный язык, как любой другой язык, учит в первую очередь одному из модулей, а тут мы говорим с вами именно про читательскую грамотность, потому что модуль мониторинг функциональной грамотности, он включает в себя 6 блоков. Вы видите на слайде представлены эти блоки, и один из них — это как раз читательская грамотность. Я пролистала слайд, потому что говорила уже о нем не на одном уровне, о том, что мониторинг функциональной грамотности нацелен ни в коем случае не на наказание, цель этого мониторинга не наказание, ни в коем случае, да, а цель — это выявление тех проблем, которые существуют в современной образовательной системе, и доведение нашей с вами образовательной системы до того уровня, когда мы войдем в десятку стран-лидеров. Это те самые указы президента 7 мая 2018 года. С этого периода мы с вами, в общем-то, туда и движемся. Итак, коллеги, что можно сказать? Математическая, читательская, естественно, научная, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление. Фактически мы можем сказать, что в основном я сегодня, конечно же, остановлюсь на читательской грамотности, но на уроках иностранного языка мое мнение, и Татьяна Дмитриевна здесь меня поддержит, что мы формируем фактически как минимум три. Это и глобальные компетенции, и креативное мышление, и, конечно же, читательская грамотность. И в данном случае, с моей точки зрения, также приводила этот пример, и когда с коллегами анализировали, выяснили, что иностранный язык сыграл с нами такую, скажем, злую шутку. В чем это выражается? Задание по функциональной грамотности для 4 класса звучит так. Также приводила этот пример. Мама Васи работает с 6 утра. Во сколько Васина мама должна выйти из дома для того, чтобы не опоздать на работу? Многие детки 4 класса написали за 15 минут или там в зависимости от. И эти вопросы не засчитались. Почему? Потому что вопрос звучал «во сколько?» Конкретное время. И как говорили коллеги, проверяющие, что если бы ребенок указал время 5:59, это бы засчиталось. Почему в данном случае иностранный язык? Потому что вспомните английский язык. Мы же не говорим 45 минут, мы говорим 15 минут до 3, 15 минут после 3, когда 15 минут 4, например. Помните? Да, но здесь могу не согласиться, потому что на самом деле у детей еще не сформирован вот этот прочный навык употребления в данном случае, да, вот этих временных отношений. Здесь скорее связано как раз с общей компетенцией, вернее, не сформированностью общей компетенции определять время. То, что современные психологи констатируют, к сожалению, у наших детей. Очень многие дети к окончанию даже начальной школы очень сложно ориентируются в часах. Вот это удивительный факт, и, конечно, на это нужно обращать внимание. Параллель здесь может быть, конечно, да, еще раз стоит обратить внимание, может быть, на типологию языков сравнительную, да, обратить внимание, как мы говорим и так далее. Тем не менее, и в английском языке существует такая возможность, и дети ею очень активно пользуются в случае, когда они не могут вспомнить те слова, как без 15 и так далее. Да? Они говорят конкретное время, 2:45 и так далее. И это им легче сделать, потому что, хотя на самом деле мы так не говорим по-русски. По-русски, да, не вспомню. И очень странно, да, что этот вопрос вот так звучал в читательстве и не засчитывался, потому что по-русски мы, к сожалению, это злая шутка даже не английского, не иностранного языка, это, наверное, злая шутка наших разговорных выражений, которые мы употребляем в речи. Но, тем не менее, в данном случае мы говорим о том, что иностранный язык, любой урок по любому иностранному языку может помочь. И сегодня мы остановимся именно на читательской грамотности. Я позволю себе привести несколько примеров. Я напоминаю, что вообще первоначально мониторинг функциональной грамотности в 2018-2019 учебном году этот мониторинг прошел в 23 субъектах Российской Федерации. И на представленном слайде вы видите, что в 2020 году первоначальные сроки были апрель, и Институт развития образования, собственно, неоднократно об этом заявлял, но тем не менее в связи со сложившейся ситуацией мы так понимаем, что мониторинг будет, скорее всего, перенесен, но тем не менее на 2020 год мы с вами
ориентируемся и готовим наших детей на прохождение этого мониторинга. Все обучающиеся с 5, мы говорим именно вот сейчас с 5 по 9 классы. Так, коллеги, мы говорим о том, что же такое читательская грамотность. Я позволю себе чуть позже обратиться к конкретному заданию, для того, чтобы мы могли с вами посмотреть, но в целом хочу сказать, что оценка читательской грамотности – это одна из важнейших составляющих оценки функциональной грамотности обучающегося. И в данном случае предметом измерения является чтение как сложно организованная деятельность по восприятию, пониманию и использованию текста. В мире и в России к настоящему времени накоплен значительный опыт оценивания читательской грамотности. Однако в связи с изменением как мира, в котором живет современный учащийся, так и в целом задач, стоящих перед образованием, в аспекте формирования читательской грамотности на современном этапе развития современного образования встала задача, собственно, проанализировать, а насколько сформировано те самые навыки. Мы говорим, так как источники, из которых мы получаем текстовую информацию, наряду с бумажными изданиями становятся экраны компьютеров, смартфонов, структуры и форматы текстов изменяются. Это, в свою очередь, требует от читателя использования новых когнитивных и коммуникативных стратегий в процессе целенаправленного чтения составных текстов разного вида, жанра и формата. В этой связи была разработана на основе международных исследований ПИЗа, была разработана концепция читательской грамотности, с ней можно ознакомиться. Ну и вообще мы говорим о том, что какие проверяются виды деятельности. Вы видите, они здесь представлены. Это 4 вида деятельности. Фактически мы говорим о том, что проверяются читательские действия, связанные с нахождением и извлечением информации из текста. И это у нас, собственно, часть задания итоговой аттестации тоже на это нацелена. Второе, собственно, это читательские действия, связанные с интеграцией и интерпретацией текста, а это в том числе и пересказ текстов на уроках иностранного языка, и читательские действия, связанные с осмыслением и оценкой текста. Так, например, я знаю, что есть задания, которые нацелены на найдите ошибку, например, в тексте, или вставьте нужные там слова. И читательские действия, связанные с использованием информации из текста. Ну и, конечно же, определенный список читательских умений. Посмотрите, по каждому из направлений действий у нас разведены и представлены на слайде. Вы сможете их проанализировать. Конкретные читательские умения, фактически, коллеги, здесь их около 30. Здесь их около 30. Я на них останавливаться не буду, только хочу лишь показать, как, собственно, распределены задания. И посмотрите, самый большой процент, собственно, читательских действий. Если в 5 классе, посмотрите, 57% это интегрировать и интерпретировать информацию, которая представлена в тексте. Ну а далее это находить и извлекать информацию, и начиная с 5 и в 5 и в 7 классе. И сейчас я позволю себе более подробно остановиться на том, каким образом, собственно, мы можем через уроки иностранного языка формировать функциональную грамотность. Фактически мы говорим о том, что цель – это совершенствование иноязычной компетенции как способ и готовность обучающихся использовать иностранный язык для решения коммуникативных задач. Это как раз тот самый пример, с которого я начинала. И, соответственно, мы говорим о том, что исходя из целей и задач, стоящих перед учителем иностранного языка, а также следуя требованиям, поставленным перед выпускником школы, необходимо давать ученикам не только знания по изучаемому предмету, но и осуществлять их практическую направленность, их активное применение в реальной жизни. И важно, чтобы учителя осознавали тот факт, что цель обучения заключается не только в определении того, что обязаны знать ученики,
но и в оказании учителями в максимально возможной степени содействия самостоятельному развитию учащихся. Так, например, можем привлекать к просмотру фильмов на иностранных языках, и, насколько я знаю, это тоже ведь одна из форм работы на уроках иностранного языка. То есть мы говорим о получении знаний о национальных культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и в странах изучаемого языка. Это то, о чем мы тоже с вами говорили, даже те же форматы времени. Применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. Так, например, мы с вами знаем, что в среде молодежи очень часто теперь используются различные иностранные слова, причем в контексте в абсолютно некорректном в данном случае. Достичь функциональной грамотности в процессе изучения иностранного языка можно различными способами. Так, например, учитель должен четко представлять, для какой цели выполняется то или иное задание, и понимать, какие приемы и методы помогут достичь конечной цели, то есть научить учащихся говорить на иностранном языке. И в данном случае мы говорим о том, что фактически от разработчиков мониторинга и из уст тогда еще министра просвещения Ольги Юрьевны Васильевой мы услышали такую задачу, которая была поставлена перед разработчиками ОМК по всем учебным дисциплинам всех классов. Это, собственно, задача была следующая. Каждый урок должен начинаться, и каждый параграф в каждом учебнике, повторю, должен начинаться с какой-то практикоориентированной, личностно ориентированной на ученика проблемной задачи. Для того, чтобы ребенок понимал, для чего ему это изучать. Понятное дело, что иностранный язык, тут, наверное, собственно, одна большая цель, да, которая из урока в урок, но тем не менее, а для чего я буду изучать эту тему, для чего я буду изучать эту тему, собственно, тоже каждое занятие будет построено именно на такого формата, с использованием таких заданий. Я сейчас попробую перелистать и посмотреть. Ссылочка. Александр Михайлович, активно? Коллеги, секундочку. Для того, чтобы не быть голословной, хочу показать вам, без очков сложно, но тем не менее, вот оно, собственно, Институт развития, стратегии развития образования, Российская академия образования. Это, собственно, разработчики мониторинга функциональной грамотности. И если мы зайдем... Правильно я вижу, что это демонстрационные варианты, да? Да. Коллеги, очки забыла. Фактически мы видим, что здесь представлены все 6 блоков. И зайдя сейчас, кстати говоря, вот в связи с опять-таки же ситуацией, вы видите, что здесь приведены логины и пароли. Здесь есть ссылочка на демонстрационный вариант, где вы можете попробовать посмотреть, пройти, и разработчики Инстрау проверят вашу работу и вынесут свое суждение, собственно, оценку, насколько вы или ваши обучающиеся сформировали те или иные компетенции, у вас та или иная грамотность сформирована, вы можете это попробовать. Я сейчас остановлюсь на читательской грамотности. Ой, Александр Михайлович, помогите, пожалуйста. Где-то сбоку должна быть. Давайте я выйду за вас. Сейчас иду. Все. Спасибо. Как вы видите, здесь есть основные подходы, где расписаны, какие типы заданий фактически на что нацелены. Здесь есть своего рода кодификатор, спецификация, это вот документ, который я вам показываю. И здесь есть демонстрационный вариант, в который мы сейчас зайдем. На сегодняшний момент представлены 5 и 7 классы. Вчера посредством ВКС-связи нам разработчики сообщили, что все задания с 5 по 9 класс будут выложены на платформе Российской электронной школы. Поэтому, коллеги, отдельная вкладочка там уже сегодня существует, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, да, смотрите, показывайте обучающимся. Итак, смотрите. Александр Михайлович, можно чуть-чуть увеличить? Спасибо. Как вы видите, данная работа рассчитана на 40 минут. Представлены несколько блоков заданий. И мы с вами будем говорить о том, что
фактически несколько блоков заданий. Эти блоки задания, посмотрите, то есть есть первый блок заданий. Представлена проблемная ситуация. Зря я очки не взяла. Описывается то, чем хотел заняться ребенок. Ребенок увидел, сейчас буду по памяти, поправляйте меня, если я ошибаюсь. Максим увлечен путешествиями, поэтому он часто заходит на сайт Русского географического общества, приведена ссылка. Однажды он нашел на этом сайте вот такую информацию. Вот смотрите, то есть, спасибо, Татьяна Дмитриевна. Смотрите, у нас представлена вот эта статья, то есть скриншот этой статьи. Далее продолжается вводное, что Максима заинтересовала эта тематика, и он решил найти дальше, и нашел статью на сайте журнала «Вокруг света». Опять-таки же, то есть текст разорван, текст задания разорван. Вот приведена эта статья. Статья, посмотрите, я напоминаю, что это 5 класс. Приведены карты, фрагменты карты. Причем, если статья, ссылочки цветные, да, то мы видим, что карта черно-белая. Приведена легенда карты. 5 класс, я напоминаю, география у нас только началась, история. Я как предметник вам могу сказать, что дети вообще в принципе путаются с картами, но тем не менее вот эти приведены. Далее у нас продолжается задание, что Максим заинтересовался, нашел еще одну книгу, нашел интервью, приведен, уже смотрите, по-другому оформлено, тут же как прямая речь оформлена, вставка на этот текст, то есть ребенок должен сориентироваться. Я напоминаю, это 5 класс. И кроме того, я еще вам забыла сказать, что мониторинг функциональной грамотности у нас проходит в онлайн-режиме, то есть ребенок выполняет все это, сидя за компьютером. И фактически, видите, выполните задание. Здесь опять-таки же, ну тут хотя бы помогли разработчики, написали, сколько вариантов ответа должен выбрать ребенок. Он выбрал. Далее здесь предполагается 3 развернутых ответа там, на основе интервью. То есть ребенок должен вспомнить, где было конкретное интервью, и выбрать 3 причины. Причем, когда нам показывали все это разработчики, мы им задали вопрос. В итоговой аттестации есть понятие «выпишите», либо приведите там 3 суждения. В данном случае для 5-классника, мне кажется, не совсем корректно сформулировано, то есть ребенок должен сам вспомнить, либо как. А из ответов, приведенных вариантов ответа, мы понимаем, что ребенок должен именно выписать. То есть ребенок должен добежать до интервью, найти его, опять вернуться, вписать. 3 причины. Далее ребенок должен, здесь вот уже конкретно написано, что опираясь на текст, выпишите 3 конкретных. Это 3-е задание. 4-е задание связано опять-таки же с интервью. В данном случае не совсем понятно, для чего ребенок читал первые 2 статьи. Опираясь на интервью, пожалуйста, какая там расстановка собак, упряжки собак используется. В данном случае ребенок должен выбрать один из вариантов. И дальше, посмотрите, самое сложное, я напоминаю, это 5 класс, обучающиеся, это 40 минут заданий. Ребенок должен прописать конкретный маршрут, точка А, точка Б, километраж. Мы тут недавно на практическое занятие с коллегами, это сидели учителя, не соврать, историки, и при том, что мы привыкли работать с текстом, то у нас на это задание ушло около 4 минут. Это как раз показатель умения преобразовывать линейный текст в нелинейный, в данном случае в таблицу. Уметь и обратно в дальнейшем разворачивать, да, уметь комментировать таблицы. Хорошее умение, как раз связано действительно с иностранным языком, но тем не менее пока здесь все это за 40 минут необходимо выполнить такое большое количество заданий. Уровень сложности. Да, уровень сложности, конечно, достаточно высок. Готовиться нужно. Я просто не помню, чтобы мы в 5 классе отрабатывали такие умения. Да, мы начинаем составлять таблички, но... Время изменилось. Да, нет, требования, я в школе недавно еще работала, Татьяна Дмитриевна, я как предметник-историк сейчас говорю, то есть как бы мы это делали. То есть смотрите, самое нам больше всего понравилось задание, опять-таки же, выбрать, бог с ним, выбрали. И самое последнее задание, оно мне по этому блоку понравилось больше всего. Собственно, ребенок должен предположить, а тут та самая интерпретация текста,
какая из книг, причем по описанию подходит вот 3 из 4 как минимум. Хотя Бель тоже, наверное, где-то там горы, где-то там путешествия, и вот собака на первом плане. То есть по логике все 4 текста книги подходят, и ребенок должен не только выбрать, что это за книга, но, собственно, и описать, почему он это выбрал. Далее продолжается 8 и 9 задание. Также, ну, тут они перемежаются открытые вопросы, закрытые вопросы. Второй блок заданий – это небольшой фантастический рассказ, где ребенок, он на одну страничку с небольшим. Здесь ребенок, фактически прочитав вот эту вот волшебную сказку, должен выполнить задание. То есть согласно, не согласны с героем аргументировать. То есть по первому блоку у нас было 9 заданий, и по вот этой фантастической сказке у нас еще 8 заданий для ребенка. 17 заданий на 40 минут. И, коллеги, у меня сейчас зрение обманывает. Сколько там? 9 страничек текста? Да. 9 страничек текста. В среднем мы говорим о том, что страничку А4 взрослый человек читает 2 минуты. Тут еще у нас с вами разные виды текстов, поэтому, но в любом случае, посмотрите, если вы внимательно посмотрите, то вы прекрасно понимаете, что, как Татьяна Дмитриевна правильно сказала, что через уроки иностранного языка мы как раз учимся внимательному чтению, осмысленному чтению, в том числе преобразованием различных видов текста, и говорим о том, что фактически учимся анализировать и так далее. Поэтому без вашей помощи мы здесь не справимся. И еще, Александр Михайлович, помогите, пожалуйста, вернуться на тот же сайт, только на страничку «Креативное мышление». Я остановлюсь там на 2 формах заданий, по-моему, последний, да, ведь? Да. И опять-таки же для 5 класса, и опять, если можно, чуть-чуть увеличите. Спасибо. Смотрите, креативное мышление – это новый формат, это тот мониторинг, который фактически раньше мы никоим образом не проверяли у обучающихся. То, что мы раньше не замеряли. И тут смотрите, первое задание – это сюжет для спектакля. Почему я позволила себе открыть? Да потому что в рамках иностранного языка мы регулярно обыгрываем, и сейчас, насколько я знаю, диалоги, составляем какие-то драматизация, да, совершенно верно. Поэтому смотрите, сюжет для спектакля, но здесь есть определенные вводные. То есть вот они, как на уроке иностранного языка, представлены вводные, и ребенок должен прописать несколько сюжетов, используя данные вводные. Далее, посмотрите, первый сюжет, второй сюжет. Далее он должен оценить, а это те же самые 40 минут, это второй блок, он должен оценить предложенные сюжеты, уже предложенные сюжеты, насколько они возможны для реализации, невозможны, нравятся, не нравятся, соответственно, почему. И третий блок заданий, поправьте меня, если я ошибаюсь, то ребенок должен предложить еще какой-то вид сценария. Доработать какую-то, да, из... И второе задание, которое здесь тоже очень интересно, это он должен придумать соревнование. А это как раз-таки иностранный язык, слова, обыгрывать слова, особенно всевозможные виды спорта. То есть он должен придумать здесь какой-нибудь вид спорта, которого не существует в природе, используя заданные, опять-таки же, вводные. Вот такие игры, мне кажется, очень интересно и полезны, да, в том числе использовать на уроках иностранного языка. То есть там, например, сбивание кеглей на лыжах там, или еще чем-нибудь, или на пружинках, как помните, там один из героев мультипликационного фильма. Далее он должен придумать второй вариант, менее приемлемый, как ему кажется, для этих видов спорта. И опять-таки же оценить предложенные варианты, насколько они приемлемы либо неприемлемы. То есть задания достаточно интересные, задания, которые мы так или иначе выполняем с нашими детьми в рамках, в том числе, иностранных языков на уроках. Поэтому
Мне кажется, этим можно и нужно заниматься. Ну и глобальные компетенции– это фактически те компетенции, которые мы так или иначе формируем. Почему? Потому что знание ситуации в мире, оно в любом случае формируется, в том числе и на уроках. Мы же проводим параллели в России и вот в тех странах, там Франция, Англия, Германия, да, и так далее, Соединенные Штаты Америки. Помните, там задание, ряд заданий, там ребенок из страны А, не называем какую, поехал путешествовать в страну Б, там различные традиции и так далее. Мы в любом случае анализируем, сравниваем, и поэтому проблемы-то глобальные, они в любом случае разносторонние. И в этой связи мы говорим о том, что методов обучения через иностранные языки, на иностранных языках колоссальное множество. Вы видите, это целый, собственно, спектр этих методов. И поэтому мы говорим о том, что в том числе очень важно использовать, один слайд я потеряла, очень важно использовать различные методы обучения, в том числе очень важно на иностранном языке использовать метапредметные связи. А они так и используются: география, история, русский язык, литература. То есть без этого никак. И поэтому фактически, коллеги, на ваши плечи, вот действительно до сегодняшнего дня, пока я не начала готовить вот этот материал, я как предметник историк обществовед думала, как много возложили на историков и обществоведов. А оказывается, на иностранцев, на филологов в целом, если вот мы говорим, колоссальная ответственность, потому что действительно, если не научить ребенка читать, то все. И там, понимать естественно, элемент, естественно, научной грамотности, потому что наша тематика охватывает и экологические проблемы, и глобальные проблемы, связанные с географическим положением стран, изучаемых языков. И та же самая, математическая в какой-то степени, потому что элементы математического знания, по крайней мере, как математика представляется средствами иностранного языка, это тоже изучается в какой-то мере, потому что у иностранного языка, если мы говорим о лексической его составляющей, то нет своего предмета. Предмет появляется только тогда, когда мы говорим о грамматике, о грамматической составляющей, и тогда, да, сам язык выступает собственным предметом при изучении. Вот действительно мы говорим обо всем средствами иностранного языка, и в этом преимущество иностранного языка, в этом его главная, наверное, задача способствовать формированию коммуникативной компетенции. Это очень важная компетенция, которая является частью функциональной грамотности, потому что на самом деле решение коммуникативных задач — это и есть показатель, в том числе сформированной функциональной грамотности. Если я умею решать поставленные передо мной коммуникативные задачи, да еще и на иностранном языке, то не зря я обучался этому предмету в школе. Да, мы еще забыли с вами финансовую грамотность. Вы говорите, а там надо знать, какие валюты, в каких странах. Это одно из заданий в 5 классе. Абсолютно верно. И это тоже, я постеснялась об этом сказать, что способствование есть. Конечно, не идет речь о глобальном формировании финансовой, математической, естественно-научной грамотности. Но способствование средствами иностранного языка, безусловно, осуществляется, потому что зачастую особенности валют как раз изучаются именно на иностранных языках. А тем более это сейчас интересно в плане историческом, потому что европейские языки потеряли, да, частично в лексиконе, да, в лексиконе, вернее, он остался, конечно же, этот пласт исторических обозначений валют, но в современном мире они уже теперь не используются, утрачено, да. Тем не менее, в историческом плане, да, мы читаем классику для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Безусловно, это все формируется и как использовать. Наталья Николаевна, большое вам спасибо. Я попрошу вас единственно напомнить только еще раз, когда же мы этот глобальный мониторинг уже
Вернее, мы, когда в него уже включаемся, наша республика именно. Мы включаемся в 2020 году. Первоначально были сроки апрель, но Вот 2020 уже, год. Да, коллеги, то есть вот уже этот год. Почему я и еще раз обращаю внимание, что зачастую, к сожалению, мы информационно оказываемся как-то вне игры, извините. Ну вот сайты продемонстрированы, необходимо, безусловно, изучать, пробовать себя не только в демоверсиях, но также и вот в тех ресурсах, которые предлагаются, пробовать, пытаться, да, оценить уже себя. Тем более сейчас у нас появилась возможность открытых источников. Да. И этим нужно воспользоваться. Еще раз, вся информация у нас, конечно, будет размещена. Коллеги, я сейчас позволю себе еще одно сказать, что разработчики мониторинга функциональной грамотности заверили нас, что к 2022-2024 году, скорее всего, ко второй дате, конечно, все исследования, то есть ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и функциональная грамотность будут приведены в единое типологию, формат, да, единый формат, коллеги, потому что мы уже сейчас видим, что задания по ряду предметов изменяются, и вы, наверное, знаете, все живем в одном информационном поле, что в связи со всеми этими событиями мы, честно, как предметик, надеялись, что ВПР отменят, но вы слышали высказывание главы Роспотребнадзора, что ВПР будут проведены. Поэтому я так понимаю, что и планово, да, и функциональная грамотность, мониторинг функциональной грамотности тоже, скорее всего, будет проведен. Поэтому готовимся, проверяем, смотрим. Удачи нам всем. Будут вопросы, обращайтесь, все контакты представлены на слайде. И мы все-таки будем продолжать обучающих по функциональной грамотности, поэтому тоже подключайтесь. Все, спасибо большое. Спасибо, Наталья Николаевна. И мы с вами плавно переходим к другому вопросу, поскольку Наталья Николаевна, речь как раз шла о всестороннем вот таком информационном, да, погружении в различные тематики для того, чтобы суметь при необходимости показать свою значимость. Но у нас зачастую нет возможности у кого-то нет информации о том, что предоставляют наши библиотеки. И сегодня вот как раз в соответствии с этим вот таким важным моментом, который мы рассматриваем, в том числе и связанным как раз с информационными источниками, посвящен наш следующий вопрос, который называется «Библиотечные ресурсы по иностранным языкам в помощь образовательным организациям». Ольга Александровна Демиденко, главный специалист отдела литературы на иностранных языках Национальной библиотеки Республики Коми, нам его представит и покажет вот те возможности, которые предоставляет Национальная библиотека Республики Коми. Ольга Александровна, вам слово. Да, всем добрый день. Я ужасно рада вас приветствовать уже в конце недели, близятся выходные. И самый актуальный вопрос: что же делать дистанционно с нашими школьниками? Все, что я сегодня буду говорить, это можно сделать онлайн, не выходя из дома, с мобильного телефона, с планшета, с компьютера. Все эти ресурсы предоставлены на сайте Национальная библиотека Республики Коми. С чем мы познакомимся? Итак, горячие кнопки, то есть онлайн-сервисы, которые все расположены, я показываю вот здесь сверху. Два слова о них. Стать читателем – это значит, вы, не выходя из дома, приобретаете уникальный регистрационный номер. Без карточки, но этот номер дает вам права пользоваться любыми сервисами на сайте. Дальше. Пока сервис «Заказать книгу» закрыт, потому что библиотеки не выдают, вы понимаете, по неблагоприятной причине книги на дом.
Продлить. Если у вас что-то залежалось, вы это можете сделать, не выходя из дома, не приходя в библиотеку, заполнив простую форму. Литрес. Кто еще не скачал себе это приложение, тот, конечно, грустит с бумажными книгами, а книги можно читать и слушать как в аудиоверсии, так и в печатной версии в приложении Литрес, которое бесплатно для читателей библиотеки. Здесь есть форма для заполнения, получаете номер читателя, получаете логин, пароль Литреса, и все для вас доступно. Для самых-самых ленивых виртуальная справка. Любой вопрос библиографу, в том числе, внимание, список литературы по любой теме, 10 наименований предоставляется бесплатно. Это могут быть книги, статьи, все, что вам необходимо для работы, даже диссертации по проектной работе или же по вашей личной аттестации, портфолио. Вы можете задать вопрос нам, и мы составим вам такой список и пришлем вам. Я забегу сюда сразу же, в эту виртуальную справку, и вы увидите, что здесь есть вот эта самая форма для заполнения и уже некоторые примеры вопросов читателей. То есть, пробежавшись по этим вопросам, вы поймете, какой спектр вообще содержания контента интересует наших пользователей. Я повторяю, виртуальная справка работает по вашему читательскому номеру. И, наконец, очень-очень полезная вещь для преподавателя иностранного языка. Я перехожу на английскую версию нашего сайта. Вот вы видите здесь, сверху, рядом с очками, то есть это версия для тех, кто видит слабо. И английская версия – это тот самый региональный, национальный компонент в иностранном языке, к которому мы все стремимся. Посмотрите, здесь не только новости библиотеки, но и краешком затронуты новости республики, студентов. Как пользоваться английской версией сайта, если вы хотите включить его в свою учебную работу? Очень просто. Используя эти короткие новостные статьи, вы можете формировать свою собственную тематику домашних заданий по чтению онлайн. Например, мы можем разбить эти статьи по событиям, о коме, к Дню Победы, проекты существующие, культура других стран. Я обязательно опубликую в наших новостях в отделе иностранной литературы полный список этих статей, которые пригодятся для работы в классе. И к ним можно всевозможные задания давать. Ну вот, скажем, здесь нам попалась статья «Как мы справляем День студента в ТРЦ Парма», например. Вот вы видите фотографии, какие виды были заданий там для студентов. И, соответственно, вы можете предложить студентам по любой из таких новостных статей прочитайте, придумайте другой заголовок, составьте 3-4 вопроса к тексту, выпишите незнакомые слова. Или перескажите текст, как будто вы были на этом мероприятии, что вам понравилось, не понравилось. Или напишите письмо своему другу об этой новости, своему иностранному другу по переписке. Видите, мы переходим в совсем другой вид работы, и это тоже на основе чтения. Вы можете здесь выйти в диалогическую речь. Я попробую переключиться на какую-нибудь другую статью, скажем, по проектам. Я напечатаю слово «проект» на английском языке, и выйдут все наши интересные проекты, которые реализуются библиотекой совместно. Вот, например, пластиковые крышечки. Да, вы уже понимаете, что вы можете использовать для старших школьников по теме экологии или школьников среднего возраста вот эту статью. Зачем, где, как, почему. То есть можно по этой статье тоже составить небольшое домашнее задание. Школьники сами ее найдут по вашей ссылке и выполнят ваше задание. Скажем, вы можете придумать задание также и с всевозможными событиями. Вот я печатаю слово exhibition, например, да, на английском языке. И, соответственно, извините, пропустила буковку X. В задании на диалог, что вы можете предложить своим школьникам? Выберите выставку, на которую вы хотите сходить, обсудите в диалоге. Да? То есть я был на такой-то выставке, ты был на такой-то, давай обсудим. Или на другом каком-то мероприятии. То есть множество возможностей. И я повторяю, здесь есть и
материалы о Республике Коми на английском, только английском языке. Например, как мы праздновали юбилей Куратова в селе Куратово. Да, то есть вам стоит порыться на этом сайте. Я повторяю, я выложу список статей, а это для вас готовые онлайн-тексты, которые вы можете превратить в веселое домашнее задание и в сочинение, в эссе, если хотите, в письмо, в диалог, как вам угодно. Что еще? На английской версии сайта, конечно, вы можете дать задание студентам почитать об истории библиотеки, об историческом здании. Здесь все с фотографиями, все очень подробно, много фактов. То же самое, пожалуйста, сформируйте свою таблицу, заполните эту таблицу, прочитав статью. То есть вы понимаете, что это прекрасные, готовые тексты на английском языке, которые не надо где-то искать и править, с национальным региональным компонентом. Пожалуйста, пользуйтесь. Я перехожу обратно на русскую версию, и теперь то, что требуется обязательно в проектной работе с школьниками, в собственной тоже работе. Ольга Александровна, а можно по предшествующей информации задать вопрос? Я ожидаю вопросов, которые нам будут заданы от учителей французского и немецкого языков. Вы представили, что есть ресурс? Есть ли такой подобный ресурс для этих категорий? Да, вы понимаете, что наша библиотека ориентируется на общее языковое сообщество, которое в целом говорит на интернациональное языковое сообщество, говорит на английском языке. Он у нас главенствует. Ресурсы на немецком и французском языке рекламируются в других немножко местах. А именно, если я зайду вот в этот раздел, вы видите, у нас... секундочку. Ага. Еще раз, Так, наша мышка. Вот наш. Ага. Далеко. Так, секундочку. Давайте я просто перейду на сайт. Так, информационные центры. У нас есть центр Гёте-института. Любой поиск по сайту это Гёте-институт набираем. Гёте. То есть это центр, который здесь, в Республике Коми, в Национальной библиотеке, аккумулирует все необходимые ресурсы на немецком языке. Вот это все их публикации. Через любую из этих публикаций вы видите немецкий информационный фонд Гёте-института, вы выйдете на контакт, а это Елена Толмакова, вы выйдете на ее почту, да, вы можете посмотреть все, что предлагается в целом, вы можете почитать все здесь новостные блоки и просто использовать любой из этих. Вот, один из примеров. Лично я делала вот эту статью, мне очень понравился буктрейлер на немецком языке от Лизы Томашев. Да, здесь девушка из 21-й школы, прекрасная и активная, которая, вот здесь дается ссылка на YouTube, можно дать задание, скажем, на немецком языке. То есть я понимаю, что вы не найдете здесь материалов только на немецком языке, но о возможности выхода на другие ресурсы именно в немецком информационном фонде Гёте-института нашей библиотеки. Что касается французского языка, то здесь специфика наша такова, что мы просто нашими силами, нашим скромным маленьким коллективом отдела не можем объять необъятное. И, к сожалению, эта часть работы пока у нас провисает. Но, опять же, на заказ. Вы пошли в виртуальную справку и написали: подскажите ресурсы в свободном доступе для обучения французскому языку. Мы пороемся и найдем для вас, потому что это часть информационной грамотности населения. Пожалуйста, пользуйтесь нашими услугами. То есть любой вопрос можно задать через виртуальную справку или просто через наш отдел. Это иностранный отдел. Вот, пожалуйста. Если вы когда-нибудь заходили на наш сайт, вот это все где-то здесь
мы затерялись. Вот отдел литературы на иностранных языках. То же самое, обращайтесь, пишите нам, звоните, это новый номер телефона. И самое главное, ищите нашу группу ВКонтакте. Это самый простой доступ к нам. То есть вы можете то же самое в сообщении задать любой интересующий вас вопрос по иностранным языкам, поскольку все наши специалисты, они в прошлом преподаватели иностранных языков и выпускники инфака пединститута. То есть это большой бонус, они владеют языками и сами знают не понаслышке, что такое методика. Вот, пожалуйста, и если вы потеряетесь на сайте, то вы можете перейти вот в этот раздел. Здесь сверху, видите, блок-схема в шапке, и тогда вы получите полную карту сайта, по которой вы можете ориентироваться. Я ответила на ваш вопрос? Ну, да, В целом. В общем, да. В целом, да. Но мне хотелось бы рассказать вам, как пользоваться нашим каталогом и формировать вот такую сложную вещь, как свой список литературы по индивидуальной теме. Это может сделать любой школьник, то же самое, не выходя из дома. Для этого не требуется логин, пароль и не требуется даже быть читателем. То есть вы можете использовать это как информационный ресурс. Что здесь происходит? То есть в разделе «Ресурсы» первое, сразу же, ссылка переводит вас в наш APAC Global, то есть профессиональный, базовый и расширенный поиск, из которого вы можете сделать не список выдачи, извините, а именно список литературы. Посмотрите, как мы это сделаем. Итак, я беру очень простую тему, заполняю все поля, ну, скажем, интерактивные технологии обучения. Ну, предположим так. И сразу же нажимаю Enter. Вы видите, я не заполнила ни автора, ни заглавия, сразу все поля. Далее я хочу отсеять старые работы. Год публикации поставлю с 2000-го. И нажимаю Enter, начался поиск. И вот сейчас вы видите 68 записей, в которых в том или ином профиле, в том числе в иностранных языках, вот посмотрите, использование телеконкурса, представлена эта тема. Сразу же показываю технологию списка выдачи. Вам подошла вот эта статья Петровой, где явно и региональный национальный компонент, и английский язык, еще и использование инновационных технологий. Вы ставите галочку, и теперь посмотрите, в меню вот здесь вносите в список выдачи. Внести. Прекрасно. Вы сохранили. Теперь вы возвращаетесь к поиску и как угодно уточняете еще, ну скажем, не только интерактивные технологии. Я очищу поиск, перейду в расширенный и все поля заполню инновационные, скажем, инновационные технологии. И в следующем поле тоже выберу все поля, да, то есть это будет верхняя всегда строчка, и напишу иностранные языки, например. Теперь в поиске, вы понимаете, он отсеет нам только те книги, которые, их 57, которые попали в такой поиск. Вы можете точно так же понравившиеся вам необходимые издания отметить галочкой и точно так же внести, скажем, еще возьмем вот это наименование. Просматривайте ключевые слова: домашнее чтение, иностранные языки, иноязычные литературные произведения или дистантное аудирование, контактное аудирование, французский язык. Ключевые слова дают вам некое представление об этом издании, которое вы в дальнейшем можете использовать в своем списке литературы. Внести. И вот я сейчас покажу, как работает. Вот здесь у меня только 4 пока в списке выдачи. Как это работает? Предположим, я еще раз вернулась к поиску, еще раз отсортировала каким-то образом, набрала здесь, ну скажем, развитие творческих способностей, все, что вам угодно, да? То есть все, что касается вашей темы, творческих способностей.
Следите обязательно за орфографией, иначе поиск не будет работать, а большие или маленькие буквы значения не имеют. Вот, я то же самое нажимаю Enter. Видите, тут какие-то лимерики интересные, проектный метод обучения иностранным языкам. Слово «аналитика» означает, что все это статьи, доступные в интернете в PDF. То есть для вас расписали то, что можно найти дома. Я вношу в список выдачи, и теперь, смотрите, список выдачи оформляю. Вот, все, что я выбрала. Теперь мне нужно еще раз подумать, что мне пригодится. И второй раз отметить то, что я действительно выгружу в Word сейчас. Это самый большой фокус, замечательный, который всем нравится. Что-то, если у вас список выдачи очень большой, вы можете не отмечать галочкой потом и оставить это, бросить в урну. И вот смотрите, вот все сейчас это выгрузится в Word, в правильной библиографически оформленной записи. Видите, вот здесь вот в нижнем углу появился мой список литературы. Я его открываю, он готов, он оформлен. Я могу его редактировать как угодно, и он выглядит как обычный документ Word. Я могу удалить здесь ненужные мне шифры, аннотации. Я могу отсортировать его при помощи, скажем, вот этой верхней кнопочки, да, по алфавиту, выделить все и по алфавиту. То есть у вас получается огромная работа сделана буквально за 10 минут. То есть больше всего мы обычно времени в проектах и во всевозможных исследовательских и методических работах тратим вот как раз на составление правильных этих списков. Вспомните, как вы писали курсовые, вспомните, как вы писали свой диплом. Не правда ли сегодня вот так вот, не выходя из дома, да, это делать легко и приятно? И последний штрих, я выделяю этот список и, собственно, сортирую его по алфавиту, да, как мы это все умеем делать. Все, пожалуйста, он готов. И пока вы находитесь вот в этом своем сеансе, вы можете закрыть это окошечко, вы можете продолжить, вернуться к поиску, еще что-то поискать. Этот ваш список выдачи будет все время сохраняться. Если вы закроете каталог, закроете сайт, все, вы его потеряли. То есть история поиска сохраняется, пока вы находитесь в одном сеансе в каталоге. Еще небольшие фишечки в расширенном поиске. Не забывайте очищать поиск, чтобы не были заполнены ненужные поля. Предположим, ваши школьники готовят проект по персоналиям, по неким важным историческим личностям, писателям или же, может быть, королеве Елизавете, неважно. Вот в этом рубрикаторе сверху, видите, если я нажму на стрелочку, выплывает очень много всевозможных рубрик. И есть рубрика «Персоналия». Это очень удобно, когда вы ищете информацию о человеке, то есть не то, что написал тот или иной автор, а то, что написано о том или ином деятеле. Вот посмотрите, простой пример. Леди Гага. Ну, я нажимаю Enter, и вы видите, существуют книги и статьи, скажем, об этой певице, которые точно так же можно в виде списка оформить. Или если вы ищете информацию о каком-то авторе. Я, например, Остин. Кто такая Джейн Остин? Вот я написала Остин, и я могу привести пример, скажем, и с французским, немецким автором, пожалуйста. Я перехожу в словарь. И сейчас я могу отсекать в этом поиске. Вы видите, здесь есть прозаик, писатель, младший управляющий директор компании, британская писательница. То есть нажать все галочки, которые соответствуют только моему выбору. И дальше перехожу обратно к поиску, нажимаю Enter, и у меня появятся все книги о Джейн Остин и статьи о ней. То есть все, что мне может пригодиться в работе, если мне нужно детей направить на поиск информации о каком-то знаменитом человеке, в том числе, скажем, королевской семье
Здесь тоже есть Елизавета. Ну, как вам такая работа в каталоге? Я думаю, что это очень удобно не только для проектной работы, но и для самообразования, конечно же. И здесь пользование базовым поиском самое простое. Если у вас уже есть книги, которые вы подобрали, но вам просто не хочется их оформлять в этот список, вы их найдете здесь и также сформируете его. Или же, если вы ищете авторов уже вам известных, то просто набираете полностью их фамилии, имя, инициалы, и вы можете выбрать или книги, или вот здесь переключиться только на статьи. То есть вы привыкнете работать в этом ресурсе, он вам очень понравится, и когда кончится карантин, вы еще сможете заказывать книги через этот каталог. То есть в любом поиске, ну, предположим, я наберу первого пришедшего мне в голову автора, Акунин. Вот здесь у нас в обычном режиме до карантина и после карантина стоит кнопочка «Заказать». Это значит, книга будет лежать и ждать вас 2 дня после заказа. Она забронирована. Автор популярный сегодня – американец Джонатан Фойер. Давайте посмотрим, у кого он есть. Да? Ну, тот же пример из текущей жизни. Вот вы видите, теперь вы видите, есть ли эта книжка в вашей библиотеке. Не выходя из дома, вы получаете доступ вот, к информации. Это очень важно для экономии вашего драгоценного времени. Что еще можно сделать на сайте? Наверное, вы знаете, что мы делаем мероприятия тематические на заказ. Конечно, это только для города Сыктывкара, но выездные мероприятия, например, для Карткироса, мы уже тоже договариваемся. Или в радиусе 100 километров. Вот здесь в разделе «Еще» посмотрите «Мероприятия на заказ». И здесь даже наши студенты на педпрактике пользуются этими кнопочками. Выбирают школьникам 9 или 5-8 классов, или курс информационной компетенции. То есть здесь это буквально мероприятие, где к вам придут библиотекари и проведут его при вашем участии. Все что угодно. Диспуты, медиауроки, беседы, квесты, вечера и так далее. То есть это тоже можно сделать на сайте. Ну, я тороплюсь, может быть, я что-то забыла. И, наверное, в разделе «Ресурсы» я еще покажу вам виртуальные выставки. Они находятся в разделе «Подборки книг». Вот здесь, посмотрите, по наукам нам интересны языкознание и иностранные языки. То есть это тематические выставки, где рассказывается о том, какие книги есть у нас, что они внутри, собственно, содержат, для какого они возраста предназначены, и в том числе по финно-угорской тематике. Ну вот, например, моя первая иностранная книжка, да, интересная подборка, и здесь представлены не только книжные ресурсы, но и что имеется на, вот, пожалуйста, немецкий язык, что имеется в версии на CD, DVD. То есть виртуальные выставки предназначены для буквально подбора книг по определенной тематике. Вы можете заказать для себя виртуальную выставку, и мы для вас ее выложим на сайт. Да, это, возможно, прозвучит странно, но надо работать под клиента. Если вы точно так же в иностранном отделе или в виртуальной справке напишите для нас, ну, лучше всего в иностранном отделе, да, это будет напрямую, напишите нам просьба оформить подборку книг виртуальных выставок по классике французского языка, или же по современным авторам, или же, то есть абсолютно на любой вкус в библиотеке найдется все.
Вот примерно все, что я хотела сказать. Пожалуйста, вопрос. Спасибо, Ольга Александровна. Я думаю, что если в чате будут заданы вопросы, то мы на них ответим. Мне кажется, что очень полная, такая развернутая информация. Кто еще не стал читателем этой замечательной библиотеки, конечно же, мы призываем воспользоваться ситуацией и вот напрямую воспользоваться таким замечательным ресурсом. Спасибо, Ольга Александровна. И мы переходим уже к заключительному вопросу. Я постараюсь кратко рассказать о специфике оценивания и анализе результатов ОГЭ ЕГЭ по французскому языку 2019 года. Очень много уже сегодня было сказано про специфику оценивания, даны рекомендации по, наверное, всем частям, как мы к основному государственному экзамену, к единому государственному экзамену. И в этой связи мне хотелось бы дать какую-то информацию, которая... Просто нажимаю, да? Да, ту информацию, которая является уже аналитической по прошествию вот этого года. И то, чем вы сможете воспользоваться, есть еще у нас время, при подготовке учеников к ОГЭ ЕГЭ этого года. В прошлом году в заданиях ОГЭ их всего было 36, и вы знаете прекрасно, что по типу задания не делятся на задания с кратким ответом, с развернутым ответом и по уровню сложности. Задания первого уровня сложности, второго уровня сложности и максимальный конечный балл, который можно было получить за все задания ОГЭ, это 70 баллов. На слайде вы видите, какое количество участников ОГЭ у нас было за все 3 года. Как обычно ведется статистика, да, берется минимально 3 года. К сожалению, мы видим, что у нас не такое большое количество желающих сдать ОГЭ по французскому языку. И их количество постоянно варьируется, но держится в пределах 10-15. Вот в 2019 году их было немножко меньше, 9 человек. И на самом деле все ученики, все выпускники 9 класса справляются с ОГЭ. У нас нет ни одного ученика за все 3 года, которые бы не преодолели минимальный пороговый уровень. Но результаты различные. В основном это хорошие результаты, и в основном это 4-5, и есть некое количество ребят, которые получают 3 по результатам. Вы видите, как по административно-территориальному делению распределяются. У нас в основном, конечно, нам большее количество дает город Инта, где есть гимназия, в которой иностранный язык, в частности французский, изучается в качестве первого языка и в более расширенном формате, чем в общеобразовательной школе. Наиболее высокие результаты также в 2019 году продемонстрировала гимназия номер 2 Интинская и Усогорская, но у них был всего 1 ученик, 1 сдававший, поэтому он дает такой высокий процент. Вы видите статистический анализ выполняемости заданий ОГЭ в 2019 году, и на этом слайде вы можете сравнить, какие задания вызвали наиболее такие вопросы, наверное, которые вызвали сложности в выполнении у учеников, у выпускников 9 класса, и на какие задания, соответственно, нужно обратить внимание. Как ни странно,
более, наверное, задание, которое является несложным для наших учеников, являются задания с пониманием в прочитанном тексте запрашиваем информацию, то есть задания на аудирование. Задания по грамматике и лексике по-прежнему вызывают наибольшие трудности у учеников, и это вне зависимости, экзамен ли это основной, единый или всероссийская проверочная работа, или как в этом году ученики 9 класса писали республиканскую проверочную работу, и задания на лексику, грамматику вызывают по-прежнему, к сожалению, наибольшие сложности. На слайдах вы видите, вот с какими уровнями, с заданиями какого уровня сложности справляются наши ученики лучше всего. Количество участников ЕГЭ по французскому языку за последние 3 года имеет тенденцию, к сожалению, к снижению. В 2019 году их было всего 7 человек, и это всего 0,15 от общего количества учеников, всех выпускников, которые сдавали ЕГЭ. И в прошлом году 6 человек, это по-прежнему гимназия 2 города Инты, и 1 человек из Воркуты. И на этом слайде вы видите, как распределяются в балловом уже соотношении те выпускники, которые сдавали ЕГЭ. Средний тестовый балл у нас выше 70 за все 3 года. Это хороший показатель. И вы видите, что достаточно большое количество из тех немногих выпускников получает от 81 до 99 баллов. Ну, к сожалению, 100-бальников у нас в последние 3 года не наблюдается по французскому языку, но мы по-прежнему не унываем, надеемся, что такие ученики у нас появятся. Вы видите тоже, как распределяются в процентном соотношении выполнения заданий в нашем регионе, в Республике Коми, по разделам. Аудирование, на этом слайде чтение. Вы видите средний балл выполнения, средний процент выполнения этих заданий. То есть он по-прежнему высок. Но и вы, наверное, обратили внимание, что грамматика и лексика, вот как раз наибольшие сложности этот раздел вызывает. И хотелось бы более подробно остановиться на типичных затруднениях выпускников. Об этом уже говорили сегодня и Оксана Николаевна, и Юлия Юрьевна, поэтому я не буду подробно на этом останавливаться, но тем не менее, на что бы хотелось еще раз обратить ваше внимание. В 2019 году наиболее такие большие сложности, как ни странно, у учеников вызывали формы существительных во множественном числе с количественными словами типа beaucoup de. Не забываем, пожалуйста, что это базовый уровень, поэтому все-таки на это необходимо вызывать внимание. То, что нас удивило, то, что формы императива глаголов первой группы также вызвали в этом году большие сложности, формы императива возвратных глаголов, а также, как ни странно, глагола prendre, который относится к глаголам третьей группы. В 2019 году наибольшие сложности вызвало спряжение глаголов третьей группы, и это уже такая ошибка, которая тянется во все года, это согласование времен.
Четвертый, наверное, тип таких затруднений – это согласование прилагательных с существительными, а также место прилагательного при существительном. Второй год мы наблюдаем немногочисленные, но все-таки нарушения нейтрального стиля в задании 40. Например, полюбившие всем так выражение «скуче à l'écran», которое носит ярко выраженный разговорный характер. Обратите, пожалуйста, что в словаре он имеет помету «фамилье». Он никак не может быть использован, соответственно, в задании 40, где требуется вот как раз не разговорный стиль, а именно нейтральный стиль. Также не допускается сокращение le prof, например, в этом году у нас в нескольких работах мы увидели вместо le professeur. Пожалуйста, я обращаюсь к коллегам как раз из города Инты. Обратите на это внимание. Второй год, я об этом пишу в отчетах, да, вы их, наверное, получаете, видите. Тем не менее, эта ошибка у нас в задании 40, второй год уже наблюдается. Мы не употребляем в этом задании «скотче à l'écran» и «le prof». Использование лексики и грамматических конструкций в основном базового уровня также не допускается в задании 40 и слишком однообразной лексики, то есть без синонимов, без синонимических выражений, потому что это задание повышенного уровня сложности и требует разнообразной лексики и разнообразных, в том числе сложных грамматических конструкций. В говорении в этом году ошибки, они похожи с письменной речью, но также есть ряд ошибок, типичных только для устной речи. Например, это не произнесение там, где необходимо носовых звуков, или наоборот, произнесение там, где не нужно носовых звуков в таких словах, как «personne», и, к сожалению, произносят как «о» носовое. Или оглушение конечных согласных, ну, например, в слове «je trouve» произносится, к сожалению, как «в». То, что недопустимо. Рекомендации общие, они также рассылаются, они есть на сайте ФИПИ, на сайте РИЦОКа нашего, да, Коми Республиканского информационно-аналитического нашего центра оценки качества образования. И там можно это все посмотреть. Плюс все наши рекомендации рассылаются. Они также у нас будут размещены на нашем сайте РМО, вернее, на страничке РМО на сайте КРИРО. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, я вас настоятельно прошу, для того, чтобы избежать ненужных переживаний и ненужных вот таких отрицательных эмоций при получении не тех желаемых результатов, которые могут быть. В письме личного характера мы все прекрасно знаем, что адрес и дата пишутся в правом, извините, углу, верхнем углу. Письмо обязательно начинается с обращения слева на отдельной строке. И после обращения никакой другой знак препинания не ставится, кроме запятой. Запятая после обращения ставится. Не нужно здороваться, не нужно слова приветствия в обращении употреблять. В начале письма автор обычно ссылается на предыдущие контакты. То есть обратите, пожалуйста, внимание, здесь выделены те ключевые слова, без которых это не будет засчитано как ссылка на предыдущий контакт. И обратите, пожалуйста, внимание, что благодарность за полученное письмо
не является ссылкой на предыдущие контакты. Это два разных аспекта. В письме должна быть и благодарность за полученное письмо, и ссылка на предыдущие контакты. Это такие общие рекомендации, которые даются, как я уже повторила, в разных источниках, в том числе вот и в тех рекомендациях, которые мы рассылаем через РИЦОКа и через наше республиканское методическое объединение учителей иностранных языков. Здесь еще хотелось бы обратить внимание на завершающую фразу письма. Она должна быть обязательно на отдельной строке. И подпись автора, только имя, без точек, должно быть в конце письма. Все вот эти общие рекомендации, которые даются, вот я еще раз говорю, что вы с ними можете познакомиться более подробно. Что хочется сказать по структуре сочинений с элементами рассуждения, ваше мнение, она вот здесь вот на доске. Единственное, на что необходимо обратить внимание, что свое мнение, то есть авторское мнение, высказывается во всех абзацах. А более подробные рекомендации были вот как раз приведены у Юлии Юрьевны Барышниковой. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Единственное, вот на что хотелось бы еще обратить внимание при анализе результатов республиканских проверочных работ, то, как ни странно, в этом году у нас наибольшие сложности вызвали задания, направленные на проверку сформированности лексико-грамматических навыков, и в частности в форме passé composé и imparfait неправильных и возвратных глаголов. Там в зависимости от вариантов республиканской проверочной работы. Я обращу внимание, все-таки это базовые времена, глагольные времена, которые изучаются в школе, passé composé и imparfait, и таких сложностей, по идее, они не должны вызывать. Глаголы, которые вызвали наиболее сложности, это prendre, я уже о нем говорила, но в контексте основного государственного экзамена. Se mettre, être, avoir, pouvoir, devenir, partir, aller. То есть глаголы третьей группы. Я подчеркну, базовые глаголы третьей группы в passé composé и imparfait вызывают наибольшие сложности у учеников. На этом, уважаемые коллеги, сегодняшнее заседание Республиканского методического объединения учителей иностранных языков завершается. Я вас благодарю за внимание, здоровья вам, следите за своим здоровьем и участвуйте в наших мероприятиях. Заходите на наш сайт в раздел «Методические рекомендации». Там размещены ссылки на те порталы, на те сайты, где можно получить сейчас очень много информации, в том числе пройти бесплатные какие-то обучающие мероприятия, и воспользуйтесь этим временем, которое у нас появилось, и будьте активны. Всего доброго!